Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какой приговор услышал 50-летний мужчина за то, что осенью насильно домогался до несовершеннолетней девочки. Сопротивлялся она? Да. Она просто просила, чтобы я написала к ним. Сколько люди платят за астральную чистку кармы? Да я и булавки делала, защиту делала. Защиту, у нее золотые булавки должны быть у нее. Они должны быть. Полицейские задержали лжецелительницу. А также хроника дорожных происшествий. Он, видимо, хотел выехать. То ли он не увидел меня, то ли он решил, что он успеет проскочить. Это и не только. Прямо сейчас. Не уступил дорогу и едва не оказался в больнице. Две «Лады Калина» не смогли разъехаться этим утром на перекрестке улиц Боевая и Набережная. После столкновения у одного из водителей началось кровотечение. Остановить его смогли только прибывшие на место медики. Подробности происшествия расскажет Айрат Назипов. Вся сила удара пришлась на левый бок темной «Лады Калины. После столкновения задней двери автомобиля смялась, а у передней разбилось стекло. У водителя началось кровотечение. Там стекла, видимо, попали. Осколком порезался? Осколками, да. А так все нормально, сознание он там, да? Да, в сознании. Я спросила, я говорю, все нормально, скорую вызывать. Он вначале не хотел вызывать, потом, видимо, у него кровь-то не останавливается, он решил вызвать. Вторая участница ДТП не пострадала. Девушка, впервые попавшая в аварию за свой 4-летний стаж вождения, рассказала, ехала по главной дороге. Имея приоритет, она была в полной уверенности, что ее пропустит. Когда поняла, что второй автомобилист делать этого не собирается, попыталась избежать аварии, но было уже слишком поздно. Я ехала, он, видимо, хотел выехать. То ли он не увидел меня, то ли он решил, что он успеет проскочить. В общем, он передо мной выскочил, а я по тормозам... После оказания медицинской помощи водитель второй машины также поделился своей версией произошедшего. Я когда повернулся, никого не было. И тут, получается, убедился, что там никого нет, выехал и удар. Учитывая, что водитель темной «Лады» был обязан пропустить автомобили, имеющих приоритет, его с большей вероятностью признают виновным в аварии. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Не успел остановить машину и врезался в полицейский автомобиль. Все произошло сегодня днем на улице Мусина. По предварительной версии, водитель «Тойоты», двигавшийся за патрульным автомобилем, не среагировал и въехал в ему заднюю часть. Как так произошло, узнал Рамиль Шайдуллин. По предварительной версии, оба автомобиля двигались по улице Чуйкова и на пересечении с улицей Мусина свернули налево, но далеко уехать не смогли. Водитель Toyota RAV4 вынужденно сыграл в догонялки с полицейским автомобилем. Получается, машина 2107 останавливается резко, мы, получается, тоже пол тормоза, пытаемся выкручивать руль. И цепляем машину, так произошло. Причиной резкого торможения отечественной машины стало внезапное появление пешехода на зебре. Судя по всему, никто из водителей не ожидал увидеть переходящего дорогу человека. Стражи порядка остановиться успели, а вот владельцу иномарки не повезло. А пешеход уже красный был или что это? Не успел заметить. Пешехода не хотели поймать его? Но мы вышли такие, уже смотрим, а вот его нету. Несмотря на то, что водитель Toyota в такой ситуации среагировал как мог, избежать ответственности ему, скорее всего, не удастся. По правилам дорожного движения он должен был соблюдать безопасную дистанцию до находящегося впереди автомобиля. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Признан виновным в развращении 15-летней девочки. Московский районный суд Казани вынес приговор 50-летнему мужчине, обвиняемому в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как гласит уголовное дело, осенью минувшего года злоумышленник подкараулил подростка в лифте дома на проспекте Ибрагимова, после чего начал домогаться. Чем закончилась эта история, расскажет Анна Городнова. Все произошло 17 октября прошлого года. В тот день в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее 15-летнюю дочь пытались изнасиловать в своем же подъезде, когда ее дочь шла домой из школы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. По горячим следам подозреваемый был задержан. По версии следствия, днем девочка возвращалась из школы домой. В момент, когда она зашла в лифт, следом за ней зашел незнакомый ей мужчина. Школьнице он стал угрожать, а затем и трогать ее, пока лифт ехал наверх. После этого, выведя девочку на лестничную площадку, совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера. Ну, как было? Что было тогда? Расскажите. Девочке пристал в все по ноге. Сопротивлялся она вам? Да. Она просто просила, чтобы я не пристала к ним.
Что попросил? Попросил, чтобы я к тебе не приставал. А вы продолжали? Ну, я попросил его постоять, чтобы ее потрогать ноги и уйти. И все, и не больше. Задержанным оказался на тот момент 49-летний ранее несудимый житель Казани. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». В день, когда злоумышленнику избирали меру пресечения, он, тщательно скрывая свое лицо от камер, рассказал о своем состоянии в тот злополучный вечер. Вы выпивали в этот день? Легкое вино. Свою вину обвиняемый признал частично. В итоге, рассмотрев это дело, суд назначил подозреваемому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения суд посчитал нужным еще на год ограничить его свободу. Анна Городнова, Айрат Назипов, вызов 112. В центре Казани нашли обгоревшие останки 2 человек. Предположительно, погибшими оказались люди без определенного места жительства. Как считают следствие, до трагедии они длительное время жили в заброшенной бане на улице Тукая. С наступлением холодов ночевать они спускались в теплотрассу, проходящую поблизости. Там же на сгоревшем матрасе и обнаружили их останки. Сейчас Следственный комитет по факту гибели 2 человек проводит проверку. Предположительная причина гибели людей – отравление продуктами горения. В настоящий момент дела направлены на экспертизу. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результату доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Спасли от гибели. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в одном из домов по улице Прибрежная в Набережных Челнах. По предварительной версии, соседи, заметив дым, валивший из окон первого этажа, бросились на помощь к хозяину жилища. Дверь в квартиру была открыта, а внутри помещения находился мужчина. Очевидцы вывели пострадавшего на улицу и впоследствии передали его в руки медиков. 45-летнего потерпевшего доставили в БСМП Автограда, где диагностировали у него отравление угарным газом и 2 резаные раны. По рассказам соседей, мужчина часто выпивал и вел себя неадекватно, крича и громко разговаривая самим с собой. Прибывшие на место огнеборцы справились с огнем за пару минут. Пламя полностью уничтожило мебель и обои в комнате. Не исключено, что мужчина сам поджег квартиру. Сейчас эту версию проверяют пожарные дознаватели. Предвидела, что случится с ней в ближайшее время, но изменить судьбу и скрыться от правоохранительных органов не смогла. Жительницу Кемеровской области задержали в столице Татарстана по подозрению в серии мошенничеств. Казанцам женщина обещала невозможное – избавление от бед на высшем уровне. За связь с астральным миром и чистку там кармы страждущих деньги брала немалые. Алия Хайруддинова об обещаниях и результатах. А ранее судим были вы? Да, давно была. По какой статье? 228. То ли от запрещенных веществ у женщины открылись паранормальные способности, то ли просто натренировала, она не рассказала, но зарабатывать на земную, видимо, весьма благополучную жизнь стало иначе. Чувствуя в себе целительную силу, решила обратить ее человечеству во благо. Подходила на улице к людям и сообщала: беда грозит, избавить от порчи и неминуемой смерти можно только на астральном уровне. Да я и булавки делала, защиту делала. Защиту у нее, золотые булавки должны быть у нее. Они должны быть. Она их брала. Они с чистого золота, без обмана. Эта защита была на 3 человек. На мать, на нее и на дочь. Люди верили. Одна 44-летняя женщина приходила к ясновидящей на сеансы целых полгода. Отдала ей за астральное избавление от земных бед и болезней 600 000 рублей. И дальше бы ходила и платила, но ясно увидела. Ее обманывают. И пошла в полицию. Там денег не взяли. Ясновидящую свое будущее за решеткой целительницу вычислили вполне земными способами и задержали ее на одном из вокзалов в Казани. Она оказалась жительницей Кемеровской области. В Казани она была несколько раз. В один из визитов она снимала квартиру на улице Лаврентьева, куда и приходила потерпевшая. Также в ходе следственных мероприятий полицейские установили, что задержанная подавала различные объявления в газеты с предложениями об оказании услуг по избавлению от болезней и зависимостей, а также по проведению ритуальных обрядов. Женщину, избавившую от финансовых накоплений, опознали несколько казанцев. Все ждали от нее чуда, но так и не дождались. Полицейские же предсказывают, что пострадавших от ее действий, скорее всего, куда больше, чем обратились в правоохранительные органы. И просят всех, кто стал жертвой обмана, позвонить по телефонам, указанным на экране. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.